Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мы дорогие! Сегодня вторник, и распочинаем нашу конференцию. Протягиваем с вами разважать над аспектами плоду Духа Святого и над третьим аспектом плоду Духа Святого, яким заявляется супокой. Ось это конференции, які зв'язані з сакраментом біжмавання, тому що ми ведаем, що сакрамент біжмавання – це сакрамент Духа Святого, коли трохи нагадаю вам, да, чоловік, приймаючи цей сакрамент, він становиться духовно дорослим, повинен стати, да, і чоловік становиться таким оборонцем віри, і чоловік становиться, повинен бути свідком того, да, і попросту Пан Бог нам дає в этом сакраменті дари, о яких ми розмовляли, да, ось о 7 дарах, але так само в этом сакраменті, коли чоловік живе, ось тим сакраментом, Духом Святим, зараз ми ведаємо, що рихтуємося до тієї урочистості, третьої урочистості на протягу года літургічного, з послання Духа Святого, і кожен день після в небо вшестя Пана Єсуса, ось після того четверга, який ми святкували з вами 30 травня, и ось кожен день новина до Духа Святого – это такая короткая подрихтовка, тому що, ось, поглядите, коли ми рихтуємося до Божого народження, то адвент есть 4 недели адвенту, так, тижня не завсёды, 4 недели адвенту. Коли ми рихтуємося до Великого дня, то 40-денний пост есть, и Тридум пасхальний і так далі. Тут тільки 9 днів рихтуємося до спаслання Духа Святого. Іменно эта урочистость нам показывает, что мы повинны жить в Духе Святом. И эта урочистость, именно это спаслание Духа Святого, это, можно сказать, это было первое бежмование, якое отримали апостоли, да, это были намощені Духом Святим, і апостоли стали жити потім по-іншому. Тому сакрамент біжмування, так довго розмовляємо об этом сакраменті, підходимо з різних боків. Кожний сакрамент він з'являється таким вельми великим даром, особливо про хруст ми розмовляли з вами, пологоворка там, і так само зараз по сакрамент біжмування. Человек повинен приносить плод. Да. Сам Пан Єсус, ми це чули вже на протягу читання, які нас підрихтовують до тієї урочистості великої. 15 розділ був Євангелія Святого Яна, читався так само, що Пан Єсус каже, що хто триває, хто перебуває во мені, той приносить плод. Да, плод, ось, і ми повинні цей плод приносити. Хто плода не приносить, буде викинутий, як виноградна лоза. Да. Іменно этот плод, ось, це плод Духа Святого, їх таких 9 аспектів, ну і кожен із нас, будучи християнином, ми повинні приносити цей плод і старатися, і, скажімо, давати Пану Богу простору, Духу Святому простору, коли плод приносить. Іменно это перший из них – это любовь, да. Коли нема любові, то остальные аспекты – это плод Духа Святого, ничего загадать не будет. Именно коли человек познає, коли живет в любові, то у человека появляется радость. И мы казали с вами, что радость, она не залежит от того, что от стану хорошо, здоровья стану, іншого там, да. Радость залежит от того, что, скажем, что наши имена записаны в небе. Так и самый супокой. Супокой – это стан человека, скажем, тот плод человека, який, ось, тот дар Божий, ми почали розмовляти, не тільки Бог додарує, але чоловік, коли приймає цей дар, то може приносити цей плод. І ми з вами вельми шмат уже об этом розмов було, і казали, что супокой – это досконалое счастье, что этот шалом, и он означает не только супокой, але так само достаток.
Ён азначае, скажем, упэўненасць такую, да, сталасць, і ось нават шалом звязаны з здароўем фізічным, але перадусім здароўю духоўнае, ці грэцкае слово «эйрена», ёсць, воно таксама это і супакой, і сталасць, і адсутнасць. Супакой падразумевае это слово адсутнасць вайны, але зноў у дакументах касцёла пішацца, што сапраўдны супакой это не толькі адсутнасць вайны, но паглядзіце, не так даўно мы з вами было, ось, калі хто читае «Католик Бай», ці сычаць за тым, што ёсць, не так даўно мы перажывалі такую трагічную, это было 30-го, калі не памыляюся, ось трагічная такая падзея, якая адбылася калісьці на Немісі. Сколько людей загинуло, да, там было, скажем, такая паніка была, бегли люди, і сколько погинуло в этом переходе у метро, і, ведаеце, давялося мне сустракацца з дзяўчынай, якая трапіла в эту ситуацию, такую жудасную ситуацию. Эта дзяўчына мне сказала так, что она лежала на самом низе, и у нее был крыжик, який ей подаровала бабуля, и она, будучи в свядомости, она схапила этот крыжик и начала молиться, узгадала тое, что бабуля ей казала, там научила ее молиться, начала молиться до Пана Бога, и Пан Бог его ратаваў, эту дзяўчыну. Вельмі шмат загинула, это сапраўды трагедия. Что послужило трагедией, менавіта страх, это, да, был непокой, когда люди побегли, полетели и так далее. Да, это трагедия, когда в Красавіку у нас была трагедия, так само гадавіна была трагедия в метро. Да. Тому, скажем, сапраўды это дар Божий, или человек повинен это принимать, жить. Когда мы будем жить по-божьему, то и сапраўды не будет этого. Ось, мы говорили так само, что мир он связан с счастьем, или так само мир с упокоем, да, он связан со избавлением, да, и уратованием, не только с поратунком, але передусім супокой так само связан с правдой, мы повинны жить в правде. То, что мы передусім, скажем, правда вызволяет, да, правда вызволяет от страху, правда вызволяет то, что мы станем в правде, скажем, то, что мы люди грешные, и то, что мы сами ничего не можем зрабіць, и мы супокой сам человек себе не купит, а не добудет, так скажем, только Пан Бог дает и супокой. Мы на апошній, попросту апошніх конференциях мы с вами разважали над тем, что супокой з'являецца таким даром Пана Бога, да, і вельмі часто і зайздрасць такая, людей не мають супокою. Вот, коли супокой даром Бога, чому так здійсняється, чому там чоловік ось супокой з'являється якби плодом і признаком такої знака справедливого життя. Там, чому тоді люди там несправедливо не живут так или не так. Но это люди богатые еще не значит, скажем, что этот человек має супокоить достаток. Знову я с вами уже делился этим, но еще раз поделюсь, я являюсь не только директором Радио Мария, але являюсь пробовавшим парафии Богородицы опекунки семьи в Ждановичах, но это такой элитный поселок, это городок, взять там Тарасово и Каменную горку, вёску, это не микрорайон, только вёска, Каменная горка, и там Ратамкуту, это такие элитные места, где такие дома збудованные, такие коттеджи, особливо, скажу, Тарасово и ось Ждановичи. Коли глядишь, бачиш, люди живут такие заможные, как бы в достатку, але які такие плоты стоят, где там и камеры и так далее. Человек боится и полохаться всего. Тому, скажем, треба ось глядеть на это пошире, тому что, скажем, это Божья справа, и
не только там люди там думают, что земное счастье в действии в том, что да, никто не каже, что треба бути бідним, там, да пан Бог дає, але на этом не треба полагаться и засновываться. И больше и больше, когда мы разважаем, то, скажем, духовное добро вырисовывается, да, но как бы это проявляется духовное добро, когда мы похиляемся над Святым Писанием, мы с вами сказали, что Бог заявляется сам Богом мира, да, мы говорили, что Яхве Шалом, так, Гидеон, когда зробил этот алтарь, то он написал там Яхве Шалом. И этот супокой мы можем отрымать только, скажем, в молитве, да, и когда доверяем Пану Богу, Езу доверяем Тебе, я уже казал, этот образ Иисуса Милосердного добираем, можно сказать, Пане Боже, я доверяю Тебе, потому что молитва так само, когда человек, скажем, он покорливый, учиться покоры треба, покорливые люди, они мають в своїм супокой. В серце так само учинки справедливості, коли чинить чоловік учинки справедливості, то Бог дає нам. І, скажем, то Бог дає, то тоді ось, казали, ми розмовляли з вами о Давіді, який якби завоював все, или там жив уже там в такими зметами покою, там, і цей Соломон, і само слово, ім'я Соломона тлумачиться як цар супокоїться, чоловік супокою. А прошлый раз мы размовляли с вами о пророках, о боротьбі пророков за супокой. Это менавіта знов чоловік від своєї гріховності, і він шукає такі сродки, якби сказати, то свої чоловічі сродки, да? Поглядите на, коли мы поглядим на что робится, поглядите, что робится, коли мы поглядим на Библию, то люди, які якби отказані були за это, люди там королі, пророки і так далі, якби отказані повинні були, то вони шукали інших там методів, то не Божих методів шукали, тільки таких союзів різних, які, недобрых союзов, нечестивых союзов, да, несправедливых союзов чекали и так думали, шукали, и так, и в этом отрымать хотели покой, да. И не слухали, не заместо того, как слухать Пана Бога, они там сходили своими дорогами, да, и я уже казал, что книга пророка Михея 3.5, да, не на Бога, скажем, полагались и основывались, а грызли, скажем, так написано, зубами своими, это все. Знов той самый пророк, пророк Михей, это у книги першей книги Володарства 22.13 мы в прошлый раз размовляли, что когда собрались король, иудейский король с полночи не собрались на войну, то пытались пророков, там было 400 фальшивых пророков, какие сказали, что там иди, ты переможешь, да, и король иудейский тогда закликал, сказал, что если інший пророк, хтось, і тоді король Израиля сказал, что есть пророк Михей, який не пророчит мне добро. Видите, что человек хочет, как бы, там, скажем, чуть завсёды добра, и Михей сказал, что рассеется, там, и что вложил в устные, там, доходили до всего, что то, что они пророчили, это неправда. А он сказал правду, что не треба было ходить на эту войну и так далее. Это поглядите, что было, да. И знов какая-то боротьба пророков, скажем, боротьба пророков, она становится такой вельми моцной, коли была осада Иерусалима. Ну, мы уже вертались до этой справы. Еще раз скажу, что
пророка Иеремию читаем, то роль пророка – это заклик да навертання перед усім. Коли читаем пророка Иеремию, то он закликает, как народ навернулись перші святари, навернулись те, які лічили себе пророками, слугами Божими, навернулся король, да, и вот кажуть он там, что вы не кажете святыня Пана, ці знов там, да, супокої казали, да, и том, что ось это фальшивые пророки, они свідчили недобре, і попереджує пророк Єремія, ось 29 розділ, с 9 по 40 верш, я не буду читать усі, але только такие короткие фрагменты прочитаю. «О пророках сердце мое во мне, раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых Его, потому что земля наполнена прелюбодеянием, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища и пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда, ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкое место в темноте. Их толкнут, и они упадут. Там, ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь». Знов тут пан Бог через пророка Єремію закликає до навертання, до зміни життя. До зміни життя, і чоловік, коли грішить, коли чоловік ходить в греху, коли чоловік грішить, то справді грех приносить непокой. Да? Коли чоловік не живе по-божому, то чоловік живе в непокое. Таким непокое, или ось фальшивые пророки, они жили, скажем, в хлусне в такой. И пан Бог закликає до этой хлусни, как бы они отмовились, да, как отмовились святари, першосвятари, пророки, как отмовились от того життя, яким вони живуть. Ну, на жаль, это такое помилкове, скажем, захование, да? Коли человек заховывается так помилково, что они так думали, что у них есть святыня Пана, и они могут робить то, что они хотят, это будет все там. И коли есть святыня, то пан Бог оборонит этот город. Не, он отдал на вот город на обрабование, да, на то, что было разруйновано, и святыней было, и ковчег заповета был забран, и так далее. Святыня была разруйнована, и город был зруйнованный, потому что для пана Бога важнейший человек, да. Он как бы попустился тем своим святым местом, но важнейший человек, как человек навернулся. И поглядите, ну, на сегодняшнее життя можем это перенести так само, да. Чоловік вельми часто каже, коли розмовляю, ну, я в костел хожу, да, я хожу в костел. А что далее, да? В костел ходить – это еще не все. Треба жить там, что пан Бог дає, да, сакраментами жить, слухать Слово Божие, виконувати Слово Божие, да. Заповеди там не со страху, а с любовью, мы уже об этом казали. Заповеди человек, ну, пан Бог дал заповеди не того, что он нас там покаратель і так далі. Тільки він нам дає таку раду, як ми повинні жити. Да? І там чоловік, акурат з нашим супрацовником, з Віктором, вчора їхали, розмовляли там на конт этого, там, то дотичило третьей заповеди, да? Люди там кажуть, это нельзя, это нельзя, это нельзя, да? Там вот розмовляли на конт того, що я принципово в храму в неделю не хожу, да? Тому что, скажем, ну, принципово, не тому, что там нельзя заборонен и так далее, да, но тому, что просто для меня это дрянно пойти в храму, там я примушаю когось працювати и так далее, там, да. И колись это убачил такую, ну, была акция в Польше, когда я учился в Польше, то до склепа в неделю не ходим, и там такая была, ну, акция, да, и нормально человек не повинен, ну, бывают ситуации разные там, да, что бывает, там, гости приехали, все там, да, лепи в неделю в храм, у них не тому, что там человек нельзя, не, я попросту это роблю со своего сердца, потому что ведаю, что коли я приду, то примушу того человека працевать. Коли б не ходили никто в храму, то они не працевали бы храмы, да, это, тому, так скажем, такое захование не со страху, Бог не хочет, как мы боялись. Коли есть страх такий, скажем, ну, коли там о покарании, там Бог пуха даст, там, или так далее, там,
Ці інша справа, що коли я хожу в костел, то буде все заклепано. А коли я хрещений, то вже там місце для мене в небі заклепано. Так? Я хрещений, да, моє ім'я записано, але може це місце бути пустим. Тому попросту Бог закликає. От менавіта в Старим Заповіті, коли ми читаємо, вельми шмат є таких фрагментів, які дотичать сьогоднішнього життя нашого, да? А далі 16 вірш. Так говорит Господь Савов: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты среди сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающими меня. Господь сказал: мир будет у вас. И всякому приступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда. Ибо кто стоял в свете Господа и видел и слышал Слово Его, кто внимал Слову Его и услышал, вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Ну так, скажем так, пан Бог допускає такі речі, да, ось фальшивые пророки, пророчествующих вас, не обманывают вас, рассказывают мечты, да, то, что они марать, чтобы было, как человек. Але коли чоловік в правді, там справді голоса, як Єремія слухав по голосу пана Бога, і тут Господь сказав: мир буде вам, или не було. І Єремія навіть сказав там, да, і раніше, ще да, 6:14, ось такое, что врачуют раны народа моего, да, он сказал, что говоря мир, или легкомысленно мир, а мира нет. Вот 6:14, да, это до этого еще было. До этого фрагмента, але яны кажуть, що супокой, нема супокоя. А где тут супокой? Да, человек, Бог дає супокой, человек, але не живе за тим супокоем. И Бог каже, 21 вірш: «Я не посылал пророков всех, и они сами побежали. Я не говорил им, и они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то обвестили бы народу моему слова мои, и не отводили бы их отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрываться в тайное место, где бы я не видел его, говорит Господь? Не наполнил ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки. Моим именем пророчествует ложь». Видите, попереджує, да, пророк повинен жити, якби, скажімо, тим життям, яким каже. Да. І знову роля пророка того, вже так само, я повторяю знову, то роля пророка не предсказувати будучиню, роля пророка тільки закликати до навертання. Єремія менавіта так чинил, робил. Это такая, ну, с одного боку, это такая сумная книга, где не слухались Єремію, где его там переследовали, с другой другого боку, это книга, яка Бог дає надію. Он кажет о новом заповете, там, да, что новый заповедь заключит, что он переменит, что он даст и скажем, пастыря, да, что Бог любит, 31:3, да, «Издали его, Господь и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер тебе свое благоволение», что Бог благоволение. Потому что Пан Бог любит человека, соправды любит, и клопотится об этом человеке. И перед усім, как принять, пророки закликают нас до того, как принять этот супокой, то треба просто отступиться от греху, да, как позбавиться от того греху, как наше життя перемінилося, і менавіта рихтують, пророки для этого рихтують, і потім об этом пан Ісус буде казати, ми будемо об этом більше розмовляти, да. І справді, знову повторяю, то 6:14, «Врачуют раны, а народа моего легкомысленно говоря, мир, мира нет». Коли есть неправда, коли есть, скажем, житье такое в неправде, коли есть, ну, человек живе неведомо як, то не будет этого супокою. Коли человек крадет, сегодня так давно пытание было на конт нелицензионных там пиратских программ, но человек, ну, это крадешь.
І так чоловік, 10 там, воно і так, ніби там чоловіка, і так не супокой, 10 там буде там. То приносить все попросту, якби, это ржавчина, ну, така роз'їдає, да, ось. Ну, і цього нібито ніхто не бачить, да. Але як так само, вельми часто десь там чули, то повторяю, то у крамі, наприклад, в супермаркеті, да, коли ми приходимо, ну, то ніби так само ніхто не бачить, ну, є люди, які крадуть, ну, на жаль, але в більшості ж не крадуть на этого, да, що там не бачно, то я украду собі там 10 щось, там, да, ці інші там. Коли чоловік, нема контролера в автобусі, то буду їхати без білета, да, буду не оплачувати, ну, це ж так само. І тут ось акурат, скажімо, чоловік краде у самого себе супокой, да, краде у самого супокой і так далі, да, то, коли живе в неправді, коли живе старого заповітуючого, коли чоловік, народ весь народ жив в неправді. Ходили там, скажем, и святари, и пророки, и лжетакі пророки, Єремія попросту. І якби вони направляли це, то, що там своє життя, але то было такое, бы, скажем, видовочное только, да, там не было внутреннего. Пророк Иезекииль пишет: «Потому так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и падет проливной дождь в ярости моей». 13, пророк Иезекииль 13 верша далее. «И камни, и града негодования мое для истребления, и разрушу я стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене, и на обмазанных ею грязью, и скажу вам: нет стены, и нет обмазавших ее». Поглядите, это обмазывание грязью, только попросту это брудом, да, там, то, что это попросту как бы, но человек, об этом потом пан Иисус сказал, что никто не пришивает до старой вопротки новую лату, там, да, или там, да, может, до новой, до новой вопротки старой лату, может быть такое, что, да, человек там грязью обмазали, но думали, это обороненные они, да, але это все только видовочно такое, и Бог закликає през пророка Єзекіеля, просто свой народ, але это там тогда кожного із нас, що поглядеть треба до глибини, як этот мур був таким, ну, сталим, да, мур нашого життя, і тут мур Єрусалима, то чітко вони були сталими. Ось, але передусім це такий образ, да, що життя чоловічого. Ось, и стащу я ярость мою на стене, и на обмазывающейся ее грязью, скажу вам: нет стены, нет обмазывающих. Да, попросту только... И далее говорит: пророк Израилю, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо свое к дщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество. Пророков же Израиля, которые пророчествовали, 16 верш, Иерусалиму возвещали, что ему видение мира, тогда как мира не было. Не было супокоя, потому что попросту не было, когда жили люди в греху, да, и поклонялись іншим богам, там, скажем, было такое, что было и ложь, и было там хлусня была, и інші якісь там речі несправедливі, потім пророк Амос об этом так само буде писати, да, там притеснение, и все, там, ну, головне это было, конечно, это было идолопоклонство, да, там, скажем, все там. І тоді пророки кажуть супокой, пан Бог каже, що коли не кажуть супокой, де этот супокой? Нема супокою, то не хлусять, да, якби там видовочно, там, скажем, сапраўды-то они не змагались за этот супокой. І поглядите, скажем, уже тут попереджує, якби, в Старому Заповіті вельми шмат таких речей, да, коли чоловік звертається до ворожбитів якихось там, до магів, до цілителів, до інших речей, да, там, такі, з речами магічними, такими речами, да, это не буде супокою. Тоді
Чоловік попросту сапраўды губіць гэты супакой, прыходзіць страх, прыходзіць непакой, прыходзіць, скажам, я это бачыў калісьці, там был такі досвед у мяне зносінах з людзьмі, там, якія хадзілі да цэліцеляў якіх-то, ну, пан кажет об этом, да. И у этих людей не было супокою, там одна женщина бегала топиться на озеро в 3 часа ночи, да, 3 годины, перепрошую, 3 годины ночи, у нее не было супокою, она там дала депрессия, была інші якісь речі, потім одного моего такого доброго знайомого тата так само трапив до якогось там, не ведаю, якогось там біоенерготерапевта или когось там, ну, ніби там його оздоровили, а чоловік кожний год повинен був пити таблетки, да, такі антидепресанти, моцніші і моцніші, да, у нього там завсюди так само депресія, страх і інше. Ось тут попереджує пророк Єзекіель, попереджує менавіта в этом, да, он кажет Израилю: «Ты же, сын человечий, обрати лицо свое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающими покрывало для головы всякого рода, чтобы уловить души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим за гордости ячменя и за куски хлеба, за горсти ячменя и куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которые вы там уловляли души, чтобы они прилетели, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловили, чтобы прилетали к вам. И раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь. За то, что в ложи опечаливаете сердце праведника, которого я не хотел опечалить, и поддерживаете руки безбожника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений, и впредь не будете предугадывать, и я избавлю народ мой от рук ваших, узнаете, что я Господь». Видите, пан Бог сурово, да, он ось сурово він звертається до этих жанчин, до этих лжепророков, да, ось про эти мешочки чародейские, что это они там подвешивают и улавливают души. Менавіта так от сатана души так ловит, да, сатана, он сеет непокой. Сатана про схлусню, он сеет непокой, да, про разные там эти речи, да, и менавіта такое захаванне вот этих людей, ну, на человека, коли человек грешит, он там, человек грешит супротив першей заповеди, конечно, то он бесславит имя, да, и бесславите меня перед народом моим из-за горсти ячменя, из-за куска хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, да, за разные такие малые речи, да, просто удалось эти люди были. Знову 17 верш читаю: «Ты же, сын человечий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, изреки на них пророчество». Да, там человек. Они были пророкини, были в Новом заповете, мы об этом, да, пророкиня Анна была, и в Старом заповете Дебора была пророкиня, да, пан Бог выбирает. Але тут, скажем, эти жанчины, они назывались, використовували эту хлусню, каб нажиться, але каб звести этих людей. Ось, и пан Бог сказал, что их покарает. Треба памятать об этом. Коли святой Павел написал: «Позбегайте всего того, что має видовочность зла», да, в первом
лісті до Тессалоникійців у 5 розділі. Треба нам позбігати, бо просто тут нема супокою, тут це супроть супокою, да, це, і пророк Єзихіель змагається за цей супокой. Ось і пан Бог дає обіцяння, знову про пророка Єремію, що він просто має добро ось для кожного із нас. Єремія 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею до вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем моим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Ну, можна сказати такою іншою мовою, то я ввалю вас у серце супокой, я вам дам супокой, да, я вам принесу цей супокой. Ось, коли Бог приходить, да, коли ми живемо по-божому, то Бог сам приходит, и Он приносит этот супокой. И Він оздоровляє, Він справді дає попросту цей супокой. Да? Ось пророк Єремія знов, 33 розділ. «Вот я приложу мой пластырь, исцелебное средство, я его врачую их и открою им обилие мира и истины. Я возвращу плен Иуды, и плен Израиля устрою его вначале». Оздоровляет пан Бог, да, оздоровляет этот страх, и он дає этот супокой, да, і пророки справді, вони змагаються за этот супокой, але чоловік закликає з Єремія, як чоловік Божий, він закликає народ, чоловіка, як вони ходили тими дорогами, да. І Бог хоче заключити так само союз мира і супокою, да, і Він дає, скажімо, Духа Святого, Він обіцяє Духа Святого. Єзихіель 36:24 далее. «И возьму вас из народа, и соберу вас из всех сторон, и приведу вас в землю нашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и духа нового дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую дал я вам отцам вашим». Видите, то Дух Святий дає ту можливість, Дух Святий справді дає можливість, він чоловіку дає нове життя. І він чоловіка попросту переміняє. І знову же той пророк Єзихіель, він обіцяє, що нового пастыря дасть і на этой земле, на горах Израиля, 37:22. «Я сделаю их одним народом, и один царь будет царем всех. И не будут более двух народов, и уже не будут разделять два царства, и не будут уже осквернять для себя идолами моими и своими, мерзостями своими, и всякими пороками своими. И освобожду их из всех мест жительства их, где они грешили, очищу их, и будут моим народом, я буду Богом. А раб мой Давид будет царем над ими и пастырем всех из них. Будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать. И будут жить на земле, которую дал я Якову». Новый Давид, новый царь, да, это до пророцтва Мессии. Ось. А тим, чим пророцтвували пророки, наступним разом будемо розмовляти з вами, о тим, скажімо, об есхатологічному мірі, об месіанському мірі, спокою, да. Тому попросту Бог завсюди шукає чоловіка, щоб дати йому этот спокой, щоб йому, спокоєм наповнити це його серце, його життя. І пророки, вони змагались за це. Бог сам про пророків змагається. Тільки ці я піддаюся цьому, ці я справді приймаю це. Ці приймаю те, що каже Слово Боже, ці я зараз приймаю те, що каже Костел, наприклад, да, те, що
ці приймаю тое, што папросту мне прапануе пан Бог. Наступным разам мы паразважаем з вами менавіта на эсхаталагічным мире, месіянскім супакоі. Нехай вас благословляе. Читайте Святое Писание, заставайтесь на хвалях Радио Мария. Прошу вас о молитве за Радио Мария. Так само Радио Мария можна падтрымаць сваімі ахвярамі. Як это зрабіць можна праз сістэму Рипці, праз іншымі спосабамі. Можна это знайсці на нашым сайце, на Радио Мария Ба. І так само, калі вы патэлефануеце па тэлефоне, ось есть такая магчымасць таксама па тэлефоне і ахвяраваць на Радио Мария сваю ахвяру. Але перад усім прашу аб малітве, каб эта справа Радио Мария развівалася. Хвала Христу! Катехеза з князом Олександром Фоміни